Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. Сегодня в Абхазии открылись избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва. На территории нашей страны образованы 9 избирательных участков, 2 в столице, остальные в других городах республики. В Сухуми избирательные участки открыты в 5-й средней школе, куда прикреплен и Сухумский район, и в здании 10-й средней школы. Списков избирателей не будет, проголосовать смогут все жители, которые по факту являются гражданами России. Отдать свой голос смогут и те, кто находится в республике временно, военнослужащие или туристы. Впервые избирательный процесс в Госдуму проходит по смешанной схеме, по партийным спискам и по одномандатным округам. Это значит, что каждому избирателю выдадут 2 бюллетеня. Один со списком партий, второй со списком кандидатов. 80% жителей республики, наряду с гражданством Абхазии, имеют и российское. Это около 90 тысяч избирателей, которые имеют право участвовать в данных выборах. Решением ЦИК России Абхазия прикреплена к 4 одномандатным округам в Забайкальском крае, Воронежской, Самарской и в Ленинградской областях. Прошло около 2 лет, как сменилось руководство Центральной республиканской больницы. Что сделано за это время? Какие новшества введены в работу этого медучреждения? Какие до сих пор существуют там проблемы? Мы обсудим с нашим гостем в студии позже. А сейчас об основных событиях прошедшей недели. Ирина Аршва продолжит выпуск. Бархатный сезон в республике набирает обороты. За 10 дней сентября отдыхающих приехало уже больше, чем за весь август. За весь нынешний курортный сезон в Абхазии отдохнули 1 200 000 человек. По информации Министерства по курортам и туризму, больше всего отдыхающих в Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуми. Наиболее посещаемыми туристическими объектами по-прежнему остаются Рязанский реликтовый парк и Новоафонская пещера. Все более привлекательной становится в экскурсионном плане и Восточная Абхазия. Знаменитый горячий лечебный источник в селе Кындых, пещеры в селе Отап, древние православные храмы в Ачимчирском, Творчалском и Галском районах. В концертном зале Пицунского храма открылся 4-й международный фестиваль органной музыки. В первый день фестиваля с сольным концертом выступил лауреат международных конкурсов, солист Абхазской госфилармонии, органист Лука Гаделия. Международный фестиваль «Органные вечера» в Пицунде завершится 17 сентября концертом народной артистки Абхазии, солистки Абхазской государственной филармонии Марины Шамба. 493,5 миллиона рублей в рамках инвестпрограммы будут затрачены на проведение ремонтно-строительных работ в Гагарском районе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц в администрации Гагарского района. Средства рассчитаны на ремонт автодороги, энергетических объектов, многоквартирных домов, систем водоснабжения и водоотведения. В этом году запланированы ремонты на 7 участках дорог, 5 из которых уже отремонтированы. Строительство очистных сооружений, реконструкция водозабора и 5 канализационных насосных станций находятся на стадии проектирования. В жилом фонде района планируется замена 18 лифтов. В Госкомитете по управлению государственным имуществом и приватизации обновят реестр госсобственности. Именно такую задачу поставил председатель Госкомитета Вахтанг Пипия на рабочем совещании с сотрудниками комитета, представителями районных ПТИ, руководителями отделов по землеустройству районных администраций. Провести реестр госсобственности необходимо так, как существующий список объектов госсобственности устарел. Какие-то объекты уже приватизированы, некоторые находятся в ведении местных властей, а что-то остается в госсобственности. Чтобы четко определить принадлежность объектов, необходимо внести изменения в 117-е постановление правительства. Обновить список объектов госсобственности должны до конца этого года. О творчестве великого писателя Фазиля Искандера, о том, как нам сохранить наследие русского классика, говорили в Доме-музее Дмитрия Гулия. Собравшиеся здесь ученые, литераторы, журналисты и общественные деятели высказывались о значимости духовного наследия Фазиля Искандера, о том, как Абхазия повлияла на творчество Искандера. Говорили и об обратном воздействии, о роли творчества писателя в духовной жизни народа. Писатель сумел рассказать миру об особенностях абхазского национального характера на понятном всем языке, отмечали выступающие. В фойе музея была организована выставка фотографий, книг и афоризмов писателя. 15 сентября состоялось первое заседание нового состава Кабинета министров Абхазии под председательством премьер-министра Беслана Барцыц. На рассмотрение правительства были вынесены 10 вопросов, в частности вопросы лицензирования некоторых видов деятельности, порядка осуществления энергонадзора, передачи ведомственного жилья в муниципальное. Правительство разрешило передать часть жилого городка Ачимчирского морского порта в собственность администрации Ачимчирского района. Фирме «Фруктис» предоставили право пользования участками недр в селе Маркула для добычи термальных подземных вод, чтобы построить там новый тепличный
тепличный комплекс. Объем инвестиций в это предприятие составит порядка 2 миллионов евро. Кроме того, фирме «Ресурс Юг», выпускающей питьевую воду под маркой «Гумиста», разрешили пользоваться участками недр в Сухумском районе еще 10 лет. Газета «Республика Абхазия» отметила 25-летний юбилей. В середине сентября 1991 года по инициативе Владислава Ардзенба вышел в свет первый номер газеты Верховного Совета Республика Абхазия. Издание по праву может считаться летописью современной истории Абхазии. До Отечественной войны народа Абхазии газета выходила ежедневно и оперативно доставлялась во все города, районы и даже отдаленные села республики. В период войны удалось выпустить 70 номеров на базе Гудаутской районной газеты «Бзыт». После боевых действий пришлось по крупицам собирать людские и технические ресурсы. Газета и типография расположены в одном здании в центре Сухума и составляют единое целое. Сегодня газета выходит 3 раза в неделю тиражом 1200 экземпляров. 16 сентября поздравить коллектив газеты пришли вице-президент Виталий Габния, спикер Народного собрания Валерий Бганба, представители общественности. На торжественном собрании было зачитано поздравление президента Абхазии Рауля Хаджимба. Указом президента звание «Заслуженный журналист Абхазии» присвоено Виталию Чамагуа, Юрию Кураско, Лилиане Яковлевой, Заире Цвижба, Лейле Пачулия, Юлии Соловьевой и Расудам Барганджи. Выступавшие отмечали большую работу руководителей газеты Виталия Чамагуа и Юрия Кураско и недавно ушедшего из жизни Сергея Сакисяна. 6 сентября 1993 года началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». На Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Харадуца, Гера, Халдаба и в районе Кадурского моста. Задача была выполнена, центральная автотрасса была перерезана. Одновременно на Гумистинском фронте была форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман, установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взят под контроль берег Гумисты от промарного цеха до подножия горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Освобождены села Адиш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Адиш-Гварда. 16 сентября в Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча с сопредседателями Женевских дискуссий. В ходе встречи исполняющий обязанности министра иностранных дел Вячеслав Чирикба отметил, что главная цель абхазской стороны – убедить мировое сообщество в лице Евросоюза, ООН и ОБСЕ в том, что нам необходимо прийти к таким решениям, которые навсегда бы закрыли военный этап в наших отношениях с соседом. Спецпредставитель ООН на Женевских дискуссиях Анти Турунен отметил, что Женевский форум прежде всего площадка для решения любых спорных проблем. Диалог сторон продолжается, и это важное достижение, добавил он. Очередной 37-й раунд Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 4-5 октября. Теме паспортизации населения Абхазии была посвящена рабочая встреча депутатов парламента с министром внутренних дел Асланом Кубахи. Всего на текущий момент выдано 330 паспортов нового образца. Пилотный проект по выдаче паспортов стартовал в Сухуме и Сухумском районе. В остальных районах республики выдача начнется со следующего месяца, проинформировал депутатов новый министр внутренних дел. Аслан Кубахи проинформировал, что на момент проведения парламентских выборов в республике истечет срок действия 28 600 паспортов. Технических возможностей у МВД для того, чтобы успеть в срок, достаточно. Это были наиболее важные события недели, а теперь к главной теме нашей программы. Около 2 лет, как в республиканской больнице приступила к работе новая администрация. Что с тех пор изменилось в работе медучреждения? Какая работа ведется в плане повышения качества медицинских услуг? Что нового предусмотрено для медперсонала и пациентов, мы обсудим с нашим гостем, заместителем главного врача республиканской больницы Георгием Воуба. Здравствуйте, Георгий Владимирович. Здравствуйте. Администрация республиканской больницы сменилась 2 года назад. Вы, в частности, пришли в руководство больницы, стали заместителем главного врача. Мы уже видим кое-какие изменения, которые там произошли. Наличие охраны, наличие пропускного режима. Все-таки что еще? Есть ли более глубокие изменения в функционировании республиканской больницы? Как сменилось руководство, наш главврач Астамур Иванба прежде всего поставил задачи: это безопасность персонала, то есть сотрудников и, конечно же, больных, которые находятся в стационаре. Раньше доступ был совершенно свободный, люди могли в любое время посещать, и, как вы понимаете,
не только воспитанные люди могли посещать, но и разного рода. Исходя из этого случались и эксцессы. Более того, по разным данным, от 500 до 1000 человек еженочно ночевали, а посещали еще больше. То есть это совершенно свободный режим, проходной двор, что влияло и на вопросы асептики, антисептики. То есть это, если сказать обычным языком, элементарная грязь, инфицирование палат, больных. Скорые не могли подъехать. То есть у нас были такого рода эксцессы довольно-таки часто. И это просто вынужденная мера, и это необходимость, которая существует во всех медицинских учреждениях. Путем долгих переговоров мы все-таки смогли установить охрану, отдел неведомственной охраны, с которым мы заключили договор. Это было достаточно сложно ввиду того, что людей не хватает, кадров. То есть мы, естественно, отписывали и в наше министерство, которое, в свою очередь, информировало и Министерство МВД. Наличие охраны – одно из пунктов, как я понимаю, изменения работы всей системы в больнице. Это и такое внешнее проявление, и в то же время тесно затрагивающее жизнь больницы, медиков, пациентов, лечебный процесс и прочее. Как еще вы пытаетесь, новая администрация пытается изменить функционирование республиканской больницы? Что-то удалось, над чем еще идет работа? Безусловно, это тот фундамент, от которого отталкивалось руководство. Далее были и проводятся по сегодня это внутренние реформы, то есть реорганизации различных структур и восстановление тех институтов, которые были еще с советских времен, которые, к сожалению, были в послевоенное время утрачены, такие как разборы отделенческие, больничные, то есть медсоветы и так далее. То есть это все те консилиумы, необходимые вещи, которые, к сожалению, в системном порядке были утрачены. Конечно же, они проводились, но проводились все, вы знаете, в ручном режиме, воле определенного врача, который занимается тем или иным больным. Но на уровне системы, что сейчас пытается сделать руководство во главе нашего главврача, то есть основная задача в этом. Безусловно, также туда входит это удобство для врачей, дабы можно было с них спрашивать уже достаточно строго и ответственно касаемо их работы. И также наших же больных. Все делается для того, чтобы создать условия для больных. То есть это касается и питания, касается и условий, где они находятся. Благодаря, конечно, поддержке государственной и комплексному плану, который у нас проведен ремонт, вы знаете, то есть введено вот за последние 2 года в последний корпус в эксплуатацию. Ну и ряд преобразований, которые касаются уже именно внутреннего устава. Вы в предварительных наших беседах говорили о том, что вы хотите добиться изменения системы ради того, чтобы она работала уже сама по себе. Даже если, допустим, будет сменяться администрация, будет кто-то уходить, кто-то приходить. Вот скажите, на какой стадии вот этот процесс у вас находится? Флагман всей медицины является, естественно, наша республиканская больница, так как она головное учреждение, которое, в свою очередь, в свое время курировало все остальные медицинские учреждения. Наша цель, я же говорю, возродить лучшие институты, которые были с советских времен, взять лучшее, современное, которое есть сейчас, адаптировать к нашей стране. Все новое, все заново, ничего придумывать не нужно, все уже есть. Нам нужно только адаптировать, и, конечно же, нужна воля и желание это сделать. Безусловно, должна сформирована быть та система, которая сама притягивает к себе людей, нужных, безусловно, которые соответствуют тем должностям, на которых они находятся. И, как правильно сказать, не знаю, но выталкивать тех, которые не соответствуют. Не глядя на администрацию, не глядя на смену руководства, то есть система, когда работает, это будет большой толчок для развития всего нашего здравоохранения.
Если мы обратимся к тому, что удалось добиться в плане технического обеспечения. Естественно, больница не сама этим занимается, хотя многое идет как бы и оттуда. Это и Минздрав, и какие-то организации международные. Вот расскажите, пожалуйста, что удалось за последние, вот, допустим, 2 года приобрести даже вот в плане, допустим, вот, терапии, диагностики, что бы вы могли рассказать? Безусловно, у нас государственная поддержка, и вы знаете, по комплексному плану российская помощь предоставляет те возможности, которые ранее у нас не были. И мы получили оборудование экспертного класса, это диагностическое все оборудование. Это оборудование операционное для выполнения операций высшей степени сложности, высокотехнологичные операции. И ряд других вспомогательных, это силовое оборудование. Безусловно, это весь инвентарь, необходимый для медицинских сотрудников. Своими силами, при поддержке государства, сейчас на этом, я думаю, надо особо заострить свое внимание, это поликлиническое звено, это консультативная поликлиника, которая сейчас около месяца назад открылась в новом своем формате, и в которой тоже полностью все диагностическое звено экспертного класса, также за счет нашего государства. Это уже своими силами приобретено. Я предлагаю вам посмотреть запись беседы, которую мы вчера сделали с заведующей этой поликлиникой. Пожалуйста. Пациент номер 16 приглашается к кабинету номер 14. Амбулаторных пациентов мы принимали в стационаре, что не соответствует никаким стандартам, и современным, и несовременным. Это в ущерб было и стационарным пациентам, и самим амбулаторным. Порой приходилось в ущерб стационарным пациентам заниматься амбулаторными, потому что выстраивалась огромная очередь, и зачастую сложно было выйти из кабинета. Это, во-первых, неправильно в плане асептики, антисептики. На данный момент мы решили упорядочить поток пациентов амбулаторных, в связи с чем и была открыта эта поликлиника. Здесь пациенты могут получить консультацию любых специалистов. У нас очень много узких специалистов. Есть нефролог у нас, раньше его не было. Теперь он есть, год как у нас. Есть у нас узкие специалисты, эндокринологи. Раньше был 1, сейчас их 3. Также у нас есть урологи, есть пульмонолог, кардиологи, сосудистые хирурги. У каждого врача есть свой кабинет, на двери которой есть график, часы приема. И пациент может выбрать для себя нужное ему время и прийти к этому времени, доктор его осмотрит. В то же время это удобно и врачу. Он может стационарных пациентов спокойно сделать обход и спуститься к амбулаторному пациенту. У нас в поликлинике также открылась неделю как лаборатория с широким спектром анализов. И теперь не нужно искать дополнительные диагностические помещения, чтобы сдать те анализы, которые раньше здесь не делались. Накладок и проблем, конечно, хватает, но мы их стараемся по мере поступления решать, и с каждым разом все лучше и решается и быстрее. Георгий Владимирович, вот такой вот рассказ. Скажите, что вы могли бы дополнить и как удалось добиться, в принципе, очень непростых, скажем так, результатов? Основная цель была прежде всего это разграничить стационар от амбулаторных больных. То есть это та мера, которая продиктована и временем, и больными. Вы понимаете, у нас очень много инфицировалось больных и в послеоперационном периоде. Ввиду тех моментов, которые я говорил, это и посещение, все это возвращаясь к пропускному режиму. Но это все тоже складывалось из той необходимости, так как часть диагностического оборудования находилась в стационаре. Поэтому было принято решение для амбулаторных больных в поликлинике создать все те условия, чтобы, не заходя в стационар, больной мог получить всю диагностическую помощь. Это и рентгенологическую, и компьютерную томографическую, ультразвуковую, то есть и ряд тех, о котором говорил мой коллега. Прежде всего, консультативная поликлиника, она всегда была
советских времен, но в таком формате, то есть принято было решение сразу создавать ее в более современном виде, то есть дабы было удобно и больным, и не было в очередях каких-то там эксцессов, которые обычно могут быть. Это прежде всего упорядочить очередь, это удобство для больных. Они могут подойти, безусловно, у нас есть медсестры, которые встречают больных, объясняют, как все происходит, получить талончик, вы видели аппарат, где они могут выбрать того врача, необходимого для них, взять талончик, и уже после того, как освободится тот или иной доктор, его автоматически вызывает по номеру. Безусловно, у нас есть льготные категории, которые проходят без очередей. Это 5 групп льготных категорий, в которые входят и инвалиды нашей Великой Отечественной войны, и участники Великой Отечественной войны, это 41-45 года, и, конечно же, нашей Отечественной войны 92-93 года, и ряд других групп. И все это диагностическое звено доступно, не входя в стационар, что самое важное. И вся диагностика, оборудование тоже экспертного класса. И хочу заметить, что это своими силами, то есть государственной поддержкой, не по комплексному плану, без российской помощи. Все это приобретено, за что, безусловно, мы благодарны руководству, то есть, и, конечно же, воле нашего главврача Астамура Алексеевича Иванова, который к этому приложил очень много сил. И также хочется отметить о лаборатории. Коллега говорила, что ряд лабораторных исследований появились, которые ранее просто не проводились. Лабораторная служба, к сожалению, морально у нас была устаревшая. И заведующая отделение лабораторной службы ставила эти вопросы достаточно давно. И только вот в течение этого года получилось решить отчасти, но задел достаточно большой. Оборудование, все, что ранее делалось, это направление, как гематология, биохимия, все то, что у нас проводилось, но все оборудование уже автоматическое, что просто меняет ситуацию, исключает человеческий фактор. И оборудование, которое инсталлировано специалистами из России, соответствует всем стандартам современных лабораторий, и добавилось ряд новых разделов, таких как ИФА-диагностика, ПЦР и проточная цитометрия. Это те исследования, которые ранее не проводились и которые могут практически сейчас все перечислять очень долго, все виды анализов, но каждый может прийти и ознакомиться. В перспективе, конечно, развивать только лабораторию. Мы обратились к странам небольшим, скандинавским, к их опыту в плане, как у них развивалась эта служба. Подключили всех, естественно, специалистов, наших главных в этом вопросе. И как показывает практика, что рентабельно и для страны, и вообще это создание одной централизованной лаборатории с хорошей логистикой. То есть наша страна не такая уже огромная, и все медицинские учреждения по редким именно исследованиям могут выполняться централизованно в одной больнице или там в одной лаборатории, то есть только нужно организовать хорошую доставку. То есть это всегда проще, всегда дешевле, чем создавать на каждой базе альтернативные такие же, то есть дорогостоящие лаборатории. То есть надо понимать, что там очень дорогостоящие реактивы, то есть расходный материал, который нужно для поддержания качественных анализов. Также хочется отметить, что данные анализы и оборудование не приемлет просроченных материалов. То есть там стоят штрих-коды, которые автоматически не принимают просроченный уже расходный материал, что также минимализирует какие-то ошибочные результаты анализа. Инспектировавшие нас из России, то есть это независимые эксперты, предварительно оценку достоверности на 99,7%, то есть это практически под 100%, это очень хороший результат. Далее, конечно же, цель развивать, если, конечно, будет помощь свыше, то, безусловно, нужно развивать это звено. Касаемо самой поликлиники, хочется отметить, что как
говорили, что есть графики для всех узких специалистов. Безусловно, ряд специалистов у нас есть в единственном числе. Они заняты прежде всего, и их время расписано и висит на дверях. Прежде всего, они свои дела делают в стационаре, то есть делают необходимые или оперативные вмешательства, или обходы, после чего они принимают именно амбулаторных больных не в ущерб стационару, что является обязательным правилом для любого медицинского учреждения. Это консультативная поликлиника, но у нас сейчас немножко расширились показания самой, то есть она не только консультативная, но и лечебно-диагностическая, скажем так. То есть там, где проводят диагностику, к сожалению, это та необходимость, которая позволила разграничить эти очереди, и перспектива еще, в перспективе ее развивать, безусловно. Вот раз вы начали говорить о диагностике, появилось такое оборудование полгода назад, как КТ. Обычно люди раньше ездили там в Россию, чтобы какие-то провести соответствующие исследования. Нам удалось вчера поговорить с заведующим отделением лучевой диагностики Аслана Берзения. Пожалуйста. Очень хорошо то, что у нас несколько видов диагностики, которые собраны в одном стационаре, в одной больнице большой. То есть, если человек приходит и какие-то сомнения есть, например, на УЗИ, тогда мы можем сразу здесь дообследовать его, то есть томограмму сделать, рентген сделать. Также и если мы на томограмме в чем-то сомневаемся, мы можем отправить пациента на УЗИ, то есть, чтобы он не ходил куда-то в другое место или выезжал. Он может здесь все пройти и диагноз можем здесь поставить благодаря тому, что несколько методов сами себя дополняют. Рентген, УЗИ, ФГДС. То есть инструментальные почти все методы, которые могут помочь поставить диагноз, они здесь собраны в одном месте. Проблемы были большие, когда пациенты поступают аварийные, тяжелые, которых нельзя транспортировать лишний раз. Сейчас мы все можем здесь сделать, и в любое время суток приезжаем, смотрим. Да, к сожалению, тяжелые, которых нельзя никуда вывозить больше. И даже ночью вы выезжаете? Да. И по несколько раз бывает. Георгий Владимирович, вот мы послушали Берзения, нашего доктора. Расскажите, пожалуйста, что еще в плане диагностики делается, что еще в плане приобретается или планируется приобрести больницей? Хочется отметить, что появление КТ, вот последние полгода, о котором говорил доктор, оно в поликлинике, в стационаре. У нас КТ уже было просто последнее время, последние 2 года, он не работает просто. Но сам аппарат это экспертного класса, очень хороший аппарат, безусловно, починить его. Просто это очень затратно, но стоит это, прежде всего, эта задача. Это именно для стационарных больных. Касаемо другого диагностического оборудования, это все, о чем мы говорили ранее, это ультразвуковое, это то есть гастроскопическое оборудование, но все оборудование экспертного класса, возможности которых гораздо шире, которые были ранее. То есть есть именно те нюансы, о которых, я думаю, у нас времени не хватит говорить. И, безусловно, это практическое операционное оборудование для выполнения высокотехнологичных операций, который тоже владеет очень широкими диапазоном в плане оказания высококвалифицированной оперативной помощи. Самое главное, что хочется сказать, у нас есть кадры. Если вы позволите, я на этом немножко остановлюсь. То есть задачей руководства и команды было, безусловно, это формирование кадрового потенциала, так как у нас были и есть проблемы с этим, у нас есть дисбаланс, то есть кого-то у нас много, кого-то у нас не хватает, кого-то у нас в единственном числе. И, как вы знаете, сформировать хорошие кадры – это время десятилетий. И на этом акцентировать свое внимание было основной задачей.
Для этого делалось все, то есть выбивались деньги для постдипломного образования. То есть все врачи и задача руководства именно сертифицировать всех врачей, дабы они соответствовали своему высокому званию, так как цена тому, естественно, жизнь и здоровье наших больных. Ну, могли бы вы сказать какие-то конкретные случаи? Вот что в последнее время в плане подготовки специалистов вот, проводила больница? Прежде всего, как я сказал, сложности материального характера не позволяли всем врачам выехать. Это достаточно затратно и бросать свои семьи и заниматься своим образованием. Но я уверяю вас, хотят это буквально каждый врач, я уверен, что хочет этого. Поэтому руководство поставило задачу перед Министерством здравоохранения. Это был длительный, долгий процесс, когда утверждалась именно смета финансовая для именно финансирования обучения наших сотрудников. После утверждения все это началось, естественно, с отделения родовспоможения, так как это у нас, вы знаете, стратегическая задача для страны, это вопросы демографии. Весь роддом сертифицирован и соответствует всем стандартам, существующим ныне современным требованиям. Чуть попозже более подробно остановимся на таком подразделении, как роддом. А сейчас я хотела все-таки вернуться к бюджету больницы. Вот вы говорили, что готовятся кадры, закупается оборудование. Какие проблемы вот в плане бюджетного финансирования существуют в больницах? Хватает ли? Зарабатывает ли что-то сама больница? Вот как выкручивается из различных ситуаций администрация? Вы знаете, исходя из наших коротких репортажей, звучит, может, все радужно, но все достаточно не так, сложностей хватает. Просто это говорит о том, что у нас безусловная динамика. Конечно же, есть развитие. Касаемо финансовой стороны, хочу заметить, что финансирование утверждалось, к сожалению, еще с послевоенных времен, и как-то оно устоялось. Если вы помните, то есть мы дежурили раньше республиканская и вторая городская, то есть по 15 дней делили, то есть график из-за нехватки кадров. Тогда были объективные причины, почему это происходило. Естественно, финансирование исходило из тех же объемов, на которые мы нарабатывали. На данный момент за последние 2 года мы вывели не только хирургию на круглосуточное дежурство, но и вывели все отделения. У нас сейчас в республиканской больнице все отделения круглосуточно дежурят. И по экстренной медицинской помощи в любое время, дня и ночи, вы можете получить всех необходимых профильных специалистов, не только хирургическую помощь, что также является безусловной заслугой команды, которая над этим работала очень долго. Но финансирование также не увеличилось. Мы добавили, конечно, сметы по питанию больных, сложности, понимаете, составлять для тех групп людей, которые с деревень, иногородней. С едой, я думаю, в наших семьях никогда не было проблем, но с доставкой, с приездом вовремя и сложности с транспортом создавали такого рода проблемы именно для деревенских наших людей, для сельчан. Специфическое питание наверняка должно быть. В идеале, конечно же, предусмотрены к ЗОТам уже существуют уже стандартизированные столы, но мы, к сожалению, в этом смысле ограничены были финансирование, и мы общее диетическое и относительно диетическое питание предоставляли всем одинаково. Безусловно, когда мы это утвердили, у нас, как полагается, все врачи снимали пробы ежедневные, мы сами этим питались, то есть о качестве питания, о чем свидетельствовало. Но финансирования недостаточно. Дабы выйти на те необходимые стандарты, это, конечно же, недостаточно. Медицина – та отрасль, в которую однократно вложить и забыть не получается. Это невозможно. Безусловно, ежечасное, постоянное внимание и от государства. Это, к сожалению,
нерентабельная отрасль в плане того, чтобы она сама себя полностью. Но какие-то моменты, конечно же, должны быть. В частности, в поликлинике создано именно все диагностическое звено у нас платное, который приказ пришел с Минздрава, то есть утвержден в кабинете министров. Это право нам дано, но туда не входят все те льготные группы категорий. Но за счет тех амбулаторных, то есть вы должны понимать, что мы всех желающих, которые просто с улицы придут, мы просто их физически не можем объять. То есть у нас не схватит расходного материала, то есть всех бесплатно. Нам бы очень хотелось бы, но за счет тех небольших, незначительных групп, которые будут проводить все исследования платно, мы можем обеспечить и хотим стационар и роддом обеспечить бесплатно. То есть нахождение всех больных, их исследования в плане лабораторного и другого хотим осуществить бесплатно. Цель такова. Нам ежемесячно поставляют все лекарственные препараты, необходимые именно для экстренной медицинской помощи. Безусловно, ряд специфических препаратов, которые просто в наличии нету или особые группы, приходится добывать самим больным или непосредственно есть особые формы заболеваний, к сожалению, которые не предусмотрены или которых нету просто в наличии. А по экстренной медицинской службе у нас все бесплатно. То есть это тоже большой подспорье. Если говорить об изменениях в структуре работы республиканской больницы, то к этой больнице прибавилось еще одно такое подразделение, как родильный дом. Да? Раньше это было отдельное медучреждение, теперь это структурное подразделение республиканской больницы. Я предлагаю вашему вниманию посмотреть тоже видеозапись беседы с заведующей отделения родовспоможения Рите Трапш. Пожалуйста. Несколько лет назад, года 3-4 назад, мы обратили внимание на то, что наша родовспомогательная служба в очень плачевном состоянии. Мы поставили вопрос перед Минздравом, чтобы эти проблемы решить. Нам помогли тем, что нам организовали семинары, пригласили нам экспертов ВОЗ, которые проинспектировали всю нашу родовспомогательную службу. Сделали отчет, то есть что у нас хорошо, что у нас плохо, как нам дальше нужно идти. И все это нам разложили на мировые стандарты. Нам показали новые перинатальные технологии, как они работают, какая у них доказательная база этих перинатальных технологий и какие результаты получили перинатальные центры России и Европы с этими перинатальными технологиями. И мы решили перейти на эти перинатальные технологии. Современные перинатальные технологии – это совместное пребывание мамы с ребенком, соблюдение тепловой цепочки в родильном зале, это грудное вскармливание с первых минут. Много ничего не буду сейчас перечислять перинатальных технологий, которые мы ввели и которые за год нам дали неожиданные хорошие результаты. Перинатальная смертность у нас уменьшилась ровно вдвое, кровотечения у нас втрое уменьшились, аномалии родовых сил у нас уменьшились. Более физиологично стали вестись роды, демедикализация родов произошла, то есть мы медикаменты практически не используем в родах. Все это, что мы ввели, нам за последние 2 года, руководство наше, которое сейчас у нас находится, оно нас поняло, оно нам помогло, ввели питание беременных, у нас его 20 лет не было, оно появилось, у нас наши беременные стали питаться, и это действительно помогло, потому что грудное вскармливание, чтобы было полноценным, женщина должна питаться 3-4 раза в день, поэтому это нам очень помогло. Кроме этого, для того, чтобы современные перинатальные технологии работали, нам нужно было оборудование, которое нам закупили. Самое главное, у нас пришел аппарат, и я этого аппарата, лет 5 я просила, чтобы нам выдали этот аппарат, купили этот аппарат, и только при этом руководстве получилось, что мы его получили. Это аппарат называется Sale Saver, который применяется при кесаревом сечении, при массивных маточных кровотечениях. Способность этого аппарата в том, что кровь, околоплодные воды или какая-то другая жидкость, это все фильтруется, и этот аппарат возвращает собственные эритроциты в кровь. У нас много оборудования сейчас пришло, как никогда. Я могу вам показать, что мы сейчас получили.
Вот, например, сегодня нам привезли открытое реанимационное место. Стоит оно в родзале. Когда ребенок рождается, все параметры ребенка, здесь происходит вся его реанимационная, если нужно, мероприятие, если нужно просто какие-то процедуры сделать. Все это можно в этом открытом реанимационном месте. Нам их привезли 6 штук, и у нас еще 3 есть. То есть у нас есть возможность открыть 9 индивидуальных родильных залов, что при нашей рождаемости это очень хорошо. Нам еще привезли аппараты кардиотокографии, очень немецкие хорошие аппараты, вот тоже 3 аппарата. Ранее привозили еще 2 аппарата, Минздрав нам привез аппараты. То есть это те аппараты, которые стоять должны в родзале или у беременной кровати, чтобы определять, как себя ребенок внутриутробно чувствует, как его сердечная деятельность, как у него есть ли схваточки у этой женщины или нет, как ребенок шевелится, регистрируются эти аппараты. Они должны быть всегда в любом родзале, в палате патологии беременных. Мы еще получили, значит, лампы лучистого тепла. Вот там стоит у нас пеленальный столик с лампой подогрева для ребеночка. Раньше у нас 1-2 было, еле-еле мы над ними дрожали. Боже мой, мы эти лампы, которые лучистые, ультрафиолетовые, когда резус отрицательный ребенок, когда идет гемолитическая болезнь, мы всегда боялись и дрожали. А сейчас нас услышали, нам дали, и мы хотим работать, чтобы у нас показатели были еще лучше. Здесь так эмоционально рассказывали об этом оборудовании. На самом ли деле и настолько ли сильно вот это оборудование может изменить ситуацию вот с родовспоможением у нас в республике? Без грамотного подхода квалифицированных кадров, безусловно, ничего не произойдет. Но и квалифицированные кадры без необходимого оборудования тоже ничего не сможет сделать. Возвращаясь к репортажу, хочу сказать, что вот основной упор, безусловно, делался на службу родовспоможения, так как это для нас именно государственная задача, стратегическая. И вопрос очень часто муссировался объединение этих двух структур. Не хочу, чтобы его как-то политизировали, но объективности ради надо сказать, что все последние тенденции, и российские, и европейские, которые мы изучали, и, безусловно, руководство поставило задачу перед начальством роддома именно изучить эту проблему, и вплотную занимались тесно вместе с ними, контролировали этот процесс, все тенденции на объединение, то есть все подразделения медицинские, если это, конечно, не отдельные перинатальные центры, в которых все эти подразделения уже существуют. Но есть безусловные критерии для создания перинатального центра. Это объемы рождаемости, там, боюсь ошибиться, но не менее 3000 или до 5000 род. И ряд тех критерий, к сожалению, под которые мы просто не подпадаем. Более того, это для нас затратно создавать отдельную структуру и подразделение. И просто нет физических кадров. В этом случае, возвращаясь, хочется отметить, что это абсолютно правильное решение, которое дало свои результаты как минимум по ряду показателей вдвое улучшены. За последние 2 года нету ни материнской, ни детской смертности. Стали выхаживать очень сложных детей, то есть стали получать необходимые консультации и реанимационной помощи для новорожденных и для самих матерей более экстренно, более квалифицированно, что, безусловно, дает свои плоды. Уменьшились и кесарево сечения более чем в 4,5 раза. Уменьшились кровотечения и ряд других заболеваний, которые вели к внутриутробным изменениям, врожденным аномалиям и смертности, к сожалению. То есть все показатели, они действительно благодаря именно всем тем преобразованиям и, естественно, оборудованию, конечно же, они налицо. И перспектива, безусловно, развивать эту службу. Акценты именно сделаны на это. И самое главное, которое из задач стоит, это второй этап выхаживания именно детей.
что нам даст большие возможности и соответствовать третьему уровню именно данных медицинских учреждений. Все наши направлены силы на именно формирование именно второго этапа выхаживания детей. Основная еще цель и задача, это, безусловно, это формирование условий для врачей, то есть это полностью сейчас привезли компьютеры, которые необходимы. Основная цель – это централизовать и систематизировать именно компьютерную цифровую сеть во всей больнице, замкнуть ее. Это тоже дает ряд именно вспомогательных моментов для решения именно стратегических задач, то есть в которые входят это медицинские программы, которые мы уже внедрили, Полибез, там одна из, то есть идет активное развитие. Касаемо кто еще помогает, хочется сказать, что во все отделения, по всей больнице, и по поликлинике, и в женской консультации провели интернет. Это необходимость для того, чтобы врачи не теряли связь с внешним миром, именно только для профессиональных нужд. Естественно, о чем я говорил ранее, это замкнуть цепь, в которую именно будут пользоваться медицинские программы, которые минимализируют человеческие факторы. Это контроль качества персонала и ряд других новшеств, о которых, я думаю, нужна будет отдельная передача. Еще очень много друзей, которые просто безвозмездно вкладывались, помогали в формировании той же поликлиники и тех же служб, благодаря просто отдельным людям. Непосредственно, я еще не уполномочен называть их имена, но мне очень хочется собрать всех людей и просто их по-человечески поблагодарить. Вот вы медик, как и вся там ваша команда, начиная с главврача, практикующие медики, в то же время администраторы. Скажите, вот вообще, как, насколько я знаю, там в России, за рубежом есть специальные службы, которые занимаются, вот специальные подразделения, которые занимаются налаживанием связи, да, между другими больницами, какими-то международными организациями, для того, чтобы привлечь средства, привлечь оборудование, привлечь специалистов, заняться кадрами. Вам приходится, я так понимаю, делать все это как бы одновременно. Насколько это эффективно, насколько это вам успешно удается и чего вам это стоит? Как вы правильно заметили, это трудно совместимые вещи, но так как команда на сегодняшний момент едина и живет единым, так сказать, желанием вывести нашу в целом медицину, а в частности республиканскую больницу, на новый и качественный уровень, мы друг друга дополняем, друг друга заменяем и, безусловно, как сказать, страхуем во всех ситуациях. Мы работаем одной командой, и это позволяет достичь множества результатов и достаточно успешно. Безусловно, все не без сложностей. Не хочу рисовать все в розовых тонах. Сама отрасль достаточно сложна и была в плачевном состоянии. Исходя из послевоенных времен, это неизбежность жизненная, это не чья-то вина, хочу заметить. Это та данность, которая, к сожалению, была. Но задачи нынешней команды, и нужно отдать должное нашему главврачу, который является генератором всех этих идей, и мы являемся просто исполнителями, хорошими инструментами в его руках. Я думаю, это дает свои плоды. Спасибо. Я хотела бы, чтобы мы вернулись к роддому, к тому второму этапу помощи уже рожденному ребенку, это там специальный термин. И в связи с этим я бы хотела, чтобы мы посмотрели с вами еще одно, уже последнее интервью, которое нам дала Ада Ампар. Пожалуйста. Аппараты сами видите в двух помещениях. Значит, я вам покажу этот аппарат. Это кювес, так называемый инкубатор для недоношенных детей, маловесных детей. Здесь определенно создается температура тела ребенка, температура внутри этого аппарата, определенная влажность, и мы можем следить за параметрами, какая кислород, поступление кислорода, температурные данные и влажность. Значит, это стол для
детей, которые мы можем наблюдать уже вне аппарата. Определенная температура создается, стол с обогревом называется, да. Сюда мы можем подавать кислород, у нас есть маска, бобром подают кислород детям, которые нуждаются в кислородной поддержке. С определенными тоже датчиками температуры тела, температура воздуха. Здесь же находится еще фототерапия, аппарат одномоментно. То есть это для детей, которые у нас рано желтеют, заболеванием так называемой гемолитической болезнью новорожденных. Тут же мы можем создать определенную температуру и подавать ультрафиолетовые лучи для лечения данных детей. И наш аппарат ИВЛ, о котором мы вообще давно мечтали, у нас два их в той палате тоже. Это аппарат XL немецкой фирмы, вот, дрегерская. Это и для детей недоношенных, для детей, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Но мы больше пользуемся этим аппаратом для недоношенных детей, которые нуждаются в респираторной поддержке. Девочки наши, кто здесь работает, они молодые, но очень хорошо освоили аппаратуру. Вот они нам подготовили для того, чтобы на случай экстренно мы были уже готовы. Наши все врачи прошли специализацию. Кто в Питере, в Москве девочки двое были, на 2 врача. Мы периодически ездим вот по линии ВОЗ, ездили и в Белоруссию, ездили в прошлом году в Молдавию. В этом году недавно приехали из Казахстана, конечно, идет. Может быть, это не обмен опытом, но, скорее всего, обучение. Мы видим, как работают в больших городах, в перинатальных центрах. Они работают, конечно, уже давно, 5 и 10 лет. Учимся. Мы только что с вами послушали синхроном доктора. Здесь была речь об оборудовании, очень подробно рассказала доктор. Как всего этого удается достичь? Для развития, адекватного развития, конечно же, нужно внимательное отношение нашего государства в плане финансирования. У нас бесконечные задолженности именно по статьям перед различными организациями, которые обеспечивают нас и светом, и водой, и множеством других. То есть у нас проблемы периодически возникают и с расходным материалом. Мы, конечно же, с пониманием относимся к общей ситуации в стране, но хочется отметить, что без адекватного финансирования и, конечно же, достойной оплаты труда, развитие усложняется, и говорить о том, чтобы ряд отраслей вывести на качественный новый уровень, не приходится ввиду именно технических проблем, связанных именно с финансами. Касаемо оплаты труда, хочется отметить, что буквально на днях решен вопрос благодаря председателю правительства Беслану Константиновичу, который буквально на днях решил вопрос задолженностей. Это огромное подспорье для наших сотрудников, особенно средний и младший медперсонал, который обеспечивает свои семьи. Но в целом, касаемо финансирования, проблемы, которые связаны с расходным материалом и, конечно же, с продвижением различных областей медицины вперед, это абсолютная необходимость. Касаемо планов, они у нас грандиозные, на это, я думаю, одной передачи не хватит, но прежде всего начнем с родовспоможения, о чем мы уже ранее говорили, это формирование второго этапа выхаживания, это как необходимость абсолютно. Это централизация лабораторной службы, которая является фундаментом для всех остальных направлений медицины. Это является основным звеном, на базе которого мы хотим улучшить и хирургическую, увеличить активность в плане объемов оперативных вмешательств, то есть увеличить высокотехнологичные операции, внедрить операционный блок, который, я думаю, внедрение его не за горами. Конечно же, все остальные мы планы будем
формировать вместе с Министерством здравоохранения. Хочется, конечно, добавить еще корпус, развивать ангиологию, коронарографию. Это развитие те направления, благодаря которым люди бы не выезжали за рубеж для диагностики, а лучше всего для оказания медицинской помощи, чтобы все это можно было делать на месте. Георгий Владимирович, спасибо вам за интервью. Всего доброго. Всего хорошего. Уважаемые телезрители, напомню, что сегодня моим гостем был замглавного врача Республиканской больницы Георгий Вооба. А теперь к другим новостям. Опознан еще один боец Отечественной войны народа Абхазии, 23 года считавшийся пропавшим без вести. Его опознание – результат эксгумации останков погибших, захороненных в парке боевой славы в Сухуми. Эксгумация неопознанных останков проводится под эгидой Международного Красного Креста. Репортаж Сарии Смыр. Герману Джанибекову было 19 лет, когда он добровольцем попал в группу «Ураган». Ребята полюбили его сразу. Добрый, отзывчивый, необычайно сильный духом. Он всегда был на передовых позициях, не боялся вражеской пули. Однополчане по сей день называют его душой компании. И даже в самые тяжелые времена он не опускал руки, поддерживал боевой дух команды. Героем был. Парень был серьезный, крепкий, сильный. Пришел к нам, был воякой, очень сильным, что больше сказать. Заднего хода не имел, конечно, был крепкий, крепыш был. Вот так он отстал от группы где-то, даже, может, и не отстал, как-то мы разминулись. Мартовское наступление стало для совсем еще юного бойца роковым. Его боевые товарищи говорят, он отстал от группы еще на мосту. О том, как погиб Герман, до сих пор никому не известно. Все эти 23 года он считался без вести пропавшим. Вот среди нас абазины были, черкесы, и на тот момент вот два карачаевца, Осман и Герман. Ну, и что вот... Потом мартовское наступление. В этой операции он чуть-чуть отстал от группы. В окружение группа попала в кольцо. И без вести пропал. Вот в Бабаду тоже тогда ребята тоже отошли и все. Большая работа ведется сегодня по поиску без вести пропавших. За последние несколько лет найдено более 35 останков, 24 из которых это участники мартовского наступления. Опознать бойца, захороненного в братской могиле в парке Славы, удалось в результате процедуры по идентификации под эгидой Международного Красного Креста. На данный момент ведется работа по идентификации на генетическом уровне в Загребе в лаборатории, сравнивает образцы, полученные от родственников, и образцы, которые туда отправлены, полученные от останков трупа. И вот последний результат Джанибекова опознали, и сегодня вот отправляем родственникам. Так что работа ведется, пока не прекращается, и будут результаты, и будут еще останки отданы, соответственно, родственникам. Говорится, война закончена, когда последний солдат похоронен. К сожалению, у нас еще есть погибшие, даже мы не знаем, где их тела. Вот 23 года в парке Славы покоился наш боевой товарищ, наш брат Герман Хусейнович. Благодаря несколько лет назад созданной комиссии смогли опознать его. Тело везем нашего героя на родину, чтобы родня как-то имела возможность его по-человечески оплакать. На родине в Кабардино-Балкарии у Германа Джанибекова осталась семья, 2 детей, братья и сестра. К сожалению, его мать не дожила до сегодняшнего дня. Она так и не смогла оплакать сына. Остатки добровольца совсем скоро будут переданы его семье. Сария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На сегодня это все новости. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.